Биологи Коми отмечают, что в этом году в республике не бывало мало тополиного пуха. Это связывают с морозной и бесснежной зимой. И все же чуть потеплело, и на улицах снова закружился летний снег. Он доставляет много неудобств жителям. Аллергики отправляются на прием к врачу, а озеленители города принимают меры по обрезке и вырубке пушащих деревьев. Все поминают недобрым словом многочисленное тополиное семейство. Но, как оказалось, характеристика этого представителя зеленых все же больше положительная. Ольга Коняева узнала все о тополе. Через неделю, когда у вас будут готовы все анализы, мы разберемся, есть у вас аллергия или нет. Жительница Сыктывкара Наталья на приеме аллерголога впервые. В сезон цветения ей неприятно находиться на улице. Особенно раздражает тополиный пух, который попадает в нос, глаза и рот. Как только начинается цветение, пух, вот это все весной очень обострение появляется, невозможно. С мая по сентябрь у аллергологов наплыв пациентов с полинозом, в простонародье сенной лихорадкой. Это когда пыльца цветущих растений вызывает нежелательную реакцию в организме. Оказалось, самое злое дерево для аллергиков – обыкновенная береза, на втором месте – ольха. А вот плохое мнение о тополе совершенно ошибочно. Как правило, аллергическая реакция на тополь по статистическим данным и научным журналам можно сказать, что его практически не бывает. Это самый маленький процент. А вот на то, что летает, и пациенты видят это, да, на поверхность этого пуха присоединяется пыльца злаковых трав. Когда пух летит, он в нос, в глазки попадает нашим пациентам и вызывает раздражение. Тополиный пух можно даже назвать санитаром города. Он как щетка собирает пыль и грязь из воздуха. Другое дело, что потом вся эта уже темно-серая масса залетает в квартиры, офисы, забивает дымоходы, радиаторы машин и может стать причиной пожара. Но есть и другие жалобы на вроде бы ни в чем не повинное дерево. Зеленые великаны не пропускают в дома солнечный свет, а старые ветви при сильном ветре валятся на прохожих, машины и постройки. Вот и начали люди борьбу с многочисленным тополиным семейством. Например, в 2014 году мы провели обрезку у 51 дерева, вырубку 29. В этом году 8 вырубка, 55 обрезка. Но еще в этом году мы будем проводить такие мероприятия. Кандидат биологических наук Людмила Скупченко против такого обращения с растением. Достаточно весной обрезать старые ветви у женских тополиных особей, и никакого пуха не будет, говорит защитница зеленых. А для озеленения города нужно сажать деревья только мужского пола. Вот перед нами тополь душистый. В принципе, он тоже мог бы годиться для озеленения, но он менее стойкий. В республику еще в середине прошлого века из Канады завезли тополь бальзамический. Один из первых экземпляров появился в ботаническом саду. Сейчас здесь собрано уже больше 3000 растений с разных стран мира. Улицы городов массово засаживали на субботниках простые жители, и разбираться, какого пола дерева, было некому. Вот и рассеивает каждая тополиха до 30 миллионов пушистых семян в год, в надежде, что где-то да приживется новое деревце. К нам на север тополь перекочевал благодаря множеству своих достоинств. Во-первых, это одно из самых дешевых растений в ассортименте озеленителей. Во-вторых, оно неприхотливо. А в-третьих, очень быстро растет. Каждый год дерево становится почти на 2 метра ближе к небу. А самое главное, тополь – чемпион среди поглотителей углекислого газа. Советские ученые подчеркивали, тополя в городах временная зеленая инъекция. Но замену быстрых озеленителей на другие, менее проблемные деревья начали только сейчас. В Сыктывкаре, например, сажают рябину, сирень, акацию, курильский чай. Ольга Коняева, Иван Богомолов, Олег Костромин, телеканал Юрган. И в завершении